Олег Михайлович. Азыр бул мыйзам биринчи окууда каралып атат. Импорт, экспорт кандай таасир берет? Значит, данный законопроект напрямую он никак не повлияет на действующее положение субъектов, работающих в экспортно-импортных операциях, потому что они уже работают по правилам, которые определены в нашем соглашении и в таможенном кодексе. Просто здесь у нас есть противоречия, мы приводим в соответствие. Понял. Спасибо. Второй вопрос. Что касается вывоз концентратов, мы несколько раз поднимали депутатов Айнур Тойчиевна и многие депутаты. Да. Каково ваше мнение? Вы знаете, что такое рентный налог? Да, конечно. Значит, депутаты неоднократно этот вопрос поднимали. Мы обсуждали и в профильном комитете. Было предложение ввести экспортную пошлину, но в целом эта проблему не решала, потому что эта пошлина действовала только бы в отношении тех производителей, которые возят руду в Китай, а в Казахстан это не действовало. Мы тогда предложили не идти по пути принятия пошлин, а по изменению налогового законодательства. Было несколько вариантов, и тогда было поручение Госкомитету по промышленности, энергетике и недропользованию из 3 вариантов выбрать наиболее приемлемый, внести. Мы вот ожидаем, когда от них поступят предложения, и мы готовы это предложение вынести на рассмотрение депутатов. Это предложение уже, не знаю, несколько лет уже поднимается. Никак, мы считаем, это правильное требование, мы поддерживаем. Никак не хочет правительство реализовать. В то же время Казахстан уже давно работает рентный налог, который прямую налаживает пошлину, не пошлину, как ставку налога на вывозимую именно на природные ресурсы. Почему не можем мы? Почему не можем мы защитить свой рынок, свое производство, свое налогообложение? Рентный налог мы можем внести, и это налоговое законодательство, это не относится к национальной сфере регулирования, это наше национальное право. Единственное, конечно, у нас есть некоторые виды руды, которые не могут пока перерабатываться на территории Кыргызской республики из-за отсутствия фабрик, но мы предлагаем поэтапное внедрение, чтобы стимулировать к строительству фабрик. И сегодня, я говорю, Госкомитет нам должен дать предложение, как только мы с ними эти отработанные вещи, мы сразу внесем в Жогорку Кеңеш. Урматтуу Ислам мырза, жана Ашырбек Мойдонович жок экен. Мындай өкмөт дагыдай эле бир кашаңдыкты көргөзбөй бир конкреттүү чараны качан алып чыгасыңар? 8 жыл, 6 жыл болду. Аны алып келет, бул сунуш берет, депутаттар алып чыкса, туура эмес деп баягындай өткөрбөгөнгө аракет кыласыздар. Эми бул өкмөт дагы эгерде ушундай бир шылтоолор айтып келген болсо, анда билбейм, анда бардык тоо таштын баарын ташып кеткенден кийин анан аттиңай деп бармаңар иштеп отура бергиле, анда ошентипчи. Давай мындай бир сунуштарды алып киргиле. Рахмат.